Проблемы 17-го квартала в Якутске обостряются с каждым годом с приходом весны. Этот район всегда актуален со своим основным информационным поводом – аварийным жилищным фондом. Но не только весной, но и летом и зимой проблемы жителей этого района не прекращаются. Дома устарели, а вместе с тем устали бороться и сами жители. В одном из домов побывала наш корреспондент Ульяна Шагина, а проблема у них все та же – люди боятся находиться в собственных домах. Посмотрите вот это вот все. В прошлом году жильцам этой квартиры на первом этаже пришлось заливать полы бетоном. Не помогло. Фундамент старой двухэтажки давно сгнил и дом вводит. Под полами щели. В некоторых местах большие провалы. Люди не живут, а выживают в таких условиях. Но кривые полы не единственная проблема. Уже сколько раз уже полы поднимали, бетонировали. Бесполезно, все равно все это уходит вниз, весь запах с полов. Чувствуете, какая вонь? Сейчас даже вот нос прям пробивает, потому что чувствует то, что гниет же доска, это все гниет, земля гнилая. В квартире явная сырость и пахнет плесенью. Зимой и летом люди здесь мерзнут. От холода не спасают даже двойные окна. Приходится накидывать на рамы все, что попадет под руку. У нас вот балки, мы скоро вместе жить уже будем, у нас уже потолок вот-вот провалится. Уже видно, здесь уже потолок действительно видно поднимается. уже. Супруги Елена и Игорь переехали сюда 8 лет назад. Говорят, было еще страшнее. Своими силами пытались восстановить жилье, но не получается. В конце 2018 года жильцы признали дом аварийным. Но что толку от этих бумаг, если расселение придется ждать годами? Нечеловеческие условия в каждой из квартир этого злосчастного дома. Требуем, мы просто требуем, пожалуйста. Ну все, хоть в петлю лезь, мы уже жить здесь просто не можем, честное слово. У соседки сверху, Надежды Николаевны, условия не лучше. Женщина жалуется на боли в спине. Всему виной те же кривые полы. Под каждой мебелью установлены чурки, чтобы выровнять мебель. Чтобы дойти до кухонного шкафа, приходится лезть на небольшую горку. Это полы, которые под натиском времени вздулись и искривились. У нас дом косится, вы посмотрите, невозможно сидеть. Вот это вот так вот мы сидим, вот тут вот, чтобы хотя бы как-нибудь спина. У меня уже сколиоз, я не могу. Вся мебель на чурках стоит, посмотрите. Собственники квартиры напротив сбежали. В прошлом году у них лопнули батареи. Семье с детьми пришлось оставить жилье. Из-за этой аварии весь дом остался без воды. Управляющая компания «Юнион», обслуживающая дом, вроде бы все починила. Но появилась другая проблема – ржавая вода из-под крана. За все эти блага людям приходится еще и платить. 3500. 3500 это на 1000 меньше, чем у меня брат благоустроенную квартиру оплачивает. Ой, а у меня вообще 6 за однокомнатную. А почему так много? 6 то вот так вот начисляют. Проблему усугубляет и свайное поле, оставшееся от жоды. При заливке бетона строители подняли землю, и теперь вся талая вода стекает под этот дом, усугубляя и без того тяжелое положение жильцов. Они готовы на любые условия, лишь бы их расселили. Обращались и в инстанции. Ответ один – ждите очереди. Но сколько ждать? Кстати, рядом стоящий 39-й дом практически весь расселен. Так что и здесь надеются, что на их мольбы наконец-то обратят внимание. Ульяна Шагина, Григорий Григорьев, Якутск.